до конца уяснили для себя эти слова. В тесноте моей я Господа призвал. Друзья, что такое теснота? Теснота – это то, что мешает вам по-настоящему раскрыться. У меня вопрос. Кто из здесь присутствующих в зале, вы понимаете, что вы до конца не раскрываетесь? Есть что-то, что давит. Может быть, это условия, может быть, это экономика, может быть, это обстоятельства в вашей жизни. У кого здесь есть? Вас еще давит. Вы чувствуете, как вас сдавливает? Есть. Бог говорит, в чистоте моей я Господа призвал. Друзья, призвал – это не просто в чистоте я обратился к Богу. Господи, если ты есть, нет. Теснота, друзья, это когда в метро, кто из вас заходил в 7 утра здесь на Руколево побережье в метро? Да. Кто заходил? Вы не заходите, вас туда заносят. Вот это называется теснота. И представьте себе, что такое теснота. Когда вас не просто давят, а когда вас сдавливают настолько, что сдавливается грудная клетка, невозможно вдохнуть. Кто был в такой тесноте когда-то? А когда ты невысокого роста и щупленькая. В тесноте моей Бог говорит. Как мы не говорим, ой, подвиньтесь, пожалуйста. Закрой даже на дерево залез, маленький такой. В чистоте моей я Господа призвал. В чистоте моей сдаваться я не стал. Друзья, знаете, что самое страшное? Самое страшное это не то, что теснота. Самое не страшное то, что мы не можем взывать. Самое страшное, что мы соглашаемся с теснотой. Это самое, что может быть страшно, когда мы соглашаемся с какой-то теснотой. Нельзя согласиться с теснотой. Нельзя стать настолько, друзья, робким быть, чтобы согласиться с теснотой. Нельзя стать, еще раз повторюсь, робким, чтобы согласиться с теснотой. Когда Иисуса привесили на крест и зажали его там гвоздями, знаете, что он сделал? Он назло всем им умер, а потом воскрес. Он не стал сдаваться. Он не стал сдаваться. Он говорит, хотите убить, не вопрос, а я все равно воскресну. Я все равно воскресну. Даже если до последнего вздоха моего я все равно буду надеяться, и я знаю тогда, что я воскресну. Дальше написано, я ненавижу плен. Знаете, у нас есть проблема. В чем проблема? Мы с вами еще не возненавидели, друзья, плен. Кто-то говорит, у меня болезни, понимаете? И я слышу часто, я знаю нас Александра Антипенко, он в этом вопросе вообще красавчик. Знаете, когда кто-то ему говорит, что я болен, говорит, какой ты болен, о чем ты рассказываешь? Нельзя согласиться, друзья. Есть кто-то, кто переживает какие-то симптомы, приступы болезни какие-то, кто здесь есть? Есть у вас? Друзья, вы знаете, когда вы исцелитесь? Бога нет проблем исцелить. Вы исцелитесь тогда, когда вы ненавидите болезнь. Когда вы перестанете отождествлять себя и свою жизнь с этой болезнью. Когда однажды вы скажете, это я, а это болезнь, я с ней не согласен. До тех пор, пока вы говорите, я больной еще, это значит, что вы говорите, о, слушай, мне так хорошо в доме твоем. Мне так хорошо, что ты есть в моем теле болезнь. Мне так приятно. Я, конечно, буду молиться, потому что так Библия говорит, но я с тобой согласен. Нет, я ненавижу. Ненависть, друзья, это секрет. Дальше написано, я ненавижу тьму. Что такое тьма? Друзья, тьма это все, что не есть от Бога. Все, что не есть от Бога. Нам нужно с вами внутри себя занять позицию, когда я скажу, я ненавижу тьму. Я ненавижу тьму. Друзья, любой грех в вашей жизни это тоже тьма. Это тьма, которая мешает свету прийти в вашу жизнь. Нужно вас ненавидеть. Если вы уже сражались с грехом и у вас не получалось, Бог говорит, есть один секрет, есть ключ. И этот ключ называется ненавидеть грех. В скорбях моих позвал я к Богу моему. Друзья, сейчас мы будем продолжать славить. Но я хочу, чтобы сегодня не было прославления, чтобы это не было пения. Я хочу сегодня видеть, как кто-то призывает Бога в чистоте. Я хочу видеть сегодня, как кто-то не сдается. Я хочу видеть сегодня, как кто-то в своих скорбях взывает Богу. Здесь есть такие